Финальный бой этого открытого ринга. В красном углу Станев Иван, представитель клуба «Нокаут». В синем углу Попов Сергей, представитель клуба «Буревестник» УГТО. Спортсмены знакомы. Когда встречались, если честно, я затрудняюсь сказать. Вот, но в данный момент оба спортсмена весят 69 килограмм. Так, ну мы видим, что ребята не ведут разведочные какие-то там удары, сразу же начинают работать динамично, набирают очки, баллы. Сергей работает, пытается пробить в 2 этажа, пытается пробить дыхание Вани и закончить досрочный бой. Вот, подсказывают Сергею подышать, попрыгать немножко на носочках. Вот, Ваня стоит жестко на ногах. В отличие от Сергея, мы видим, что Сергей перемещается вправо-влево. Но оба спортсмена опытные, уже бились не один раз и выигрывали чемпионат республики по кикбоксингу, по карате. Так что бой довольно интересный. Многие ребята даже ждали этого боя, чтобы посмотреть исход, результат. Подсказывают Сергею. С синего угла мы слышим подсказку. С правого угла нет подсказки в основном. Ну, нет подсказки, потому что все же я нахожусь непосредственно в ринге, а я как рефери не могу во время боя подсказывать. Пропускает Сергей хороший удар ногой в голову и дает ответ. Первый раунд был подинамичнее у нас Сергей. Набрал побольше очков. Работал в 2 этажа. Начался второй раунд, и Ваня начинает работать первым номером. Видно, понял, что он первый раунд немножко подспустил. Во избежание травм я заставил своего спортсмена одеть на ноги такую хорошую экипировку, плотную, чтобы не травмировать ноги, так как все-таки у нас через месяц будет чемпионат республики, и данный открытый ринг посвящен непосредственно подготовке к чемпионату республики по кикбоксингу. Мы видим, потихонечку динамика боя меняется. Спортсмен красного угла Иван начинает поддавливать, идти вперед. А спортсмен синего угла Сергей начинает более оборонительную ситуацию занимать. Это все, конечно, сказывается в первую очередь от дыхания. Вот, может быть, один удар пропущенный в корпус. Хорошо, Ваня сейчас руками сработал, но не продолжил свою атаку. А нужно было, конечно, продолжать работать. Набирать баллы, очки. Мы видим, что скорость ударов спортсмена синего угла потихонечку падает. Это, конечно, говорит о том, что спортсмен уже во втором раунде начинает, уже подустал. Концовочку забирает Станев Иван. И второй раунд остается за Станевым Иваном. Удары в захвате не оцениваются. Работают ребята по правилам кикбоксинга. Мы видим, что Иван нанес 3 удара в голову и уходит назад. Допускает ошибки, уходит назад, оставляет Сергея. Но это говорит о том, что ребята
все же не хотят друг друга травмировать, знают друг друга, знакомы. Мы видим, что середину ринга забирает уже Иван, что Сергей работает вторым номером. Слышны небольшие подсказки с обеих сторон. Обратите внимание, что как держат руки спортсмены в течение боя, что Сергей потихонечку, спортсмен с синего угла, все же держит руки намного ниже, чем Иван. И этот минус, конечно, говорит о том, что он будет пропускать удары в голову. Слышим подсказку, что просят Сергея поработать первым номером, но пока первым номером у нас здесь работает Иван. Напомню, что счет: первый раунд ушел в пользу Сергея, второй раунд забрал Иван. Слышно подсказку: 40 секунд. Идет атака, но в силу того, что у Ивана руки чуть-чуть подлиннее, он чуть-чуть повыше ростом, Сергей не достает некоторые удары. Опять пропускает Сергей вновь 2 удара, а сам не достает. Вновь опять. Но видите, Иван не заканчивает работу ногами. Наносит 2 удара и дает возможность восстановиться. Не удалось Сергею сбить с ног. И здесь все-таки судьи дают оценку красному углу. И с счетом 2-1 победа присуждается Станеву Ивану.